Ешіт мен, ялварам. Өмір бойы yok olған халқымның қызметіні тұшындым. Бір қазыны, тағдыр құшыны өлімден сақлап, баламның келешегінен бағлы үмітлеріні құрбан еттім. Раббым, баланы дердіне дерман таптым мен. Озын, ярдымчы ол. Башыма рахмет нұрыны сач. Мені шу қазға чевір. Мен шу қаз олайым. Ялварам. Осман Азим, она Юрега. Я играла там роль матери. Вот это для меня самая любимая роль моя и самый любимый спектакль мой. Потому что там на что способна мама ради ребенка. И что сделает мать ради ребенка. Это вот, наверное, оно вот может быть у меня от мамы. Насколько вот я чувствовала всегда поддержку мамы. И насколько я знала, что мама сделает все для того, чтобы вот у меня все получилось. И также вот в этой пьесе мать отдает свою жизнь только ради того, чтобы ее сын продолжал жить. Тоқтаңыз! Сіздерні Алла қарғаған. Олмасам, тұл қалар едіңізмін? О, бұрлар жинасырлер. Жинасмын да! Менікі келсе, ешін мартабал олу. Першен ашылды. Сцена у меня была в крови, по-моему. Мама какое-то время работала в ансамбле Хайтарма до замужества. Когда Хайтарма приехала в Колхозабад, где жил папа, с гастролями, папа ее там увидел, Сундус Ибраимова. Она пела там. Он с Таджикистана через неделю полетел в Узбекистан, чтобы увидеться с мамой. Но он пришел в ансамбль именно, где мама работала. И он разговаривал с Сабрией Реджеповой по поводу того, чтобы маму, значит, засватать. Он понял, что у мамы нет, и сделал предложение через Сабрию Реджепову. Я родилась в Колхозабаде, а потом мы переехали в Душанбе. У нас дома всегда звучала песня, всегда. Музыка, имеется в виду пластинки, всегда пела мама. Меня отдали в музыкальную школу, старшего брата отдали в музыкальную школу. У меня 3 братьев. Когда приходили в гости к нам, это было всегда там: Сундус, спой вот эту песню, Сундус, а вот эту песню. И мы вот это вот тоже все сядем и слушаем, развесив уши, как мама поет. Ну, любовь к искусству у меня, наверное, скорее всего, от мамы. Когда к нам гости приходили, меня тоже ставили на стульчик. Сначала я выступала, потом мама выступала. Первая песня моя, это была «Ай ярых гечесине, вардым пенжересине, узун чубух узаттым, мен яремни уяттым». Мы жили Крымом. У нас все время говорилось о Крыме. Дедушка Алара Метелисон, бабушка. Дедушка у нас уже как бы он заболел, и он сказал такую фразу, что «Базен дыхает мамас, а вы там будете». Это Буйкламбат, папина родина, и дедушки, бабушки. Очень красивые места. И когда мы
Поднялись туда и стали читать Дува. Дедушкины слова. Вы там будете. Ну, насколько вот они нам передали это вот рассказы, где они ходили, как они ходили, что они делали. Когда туда приезжаешь, как будто ты там всю жизнь жил. В 1987 году мы переехали в Крым. Самое интересное, с аэропорта нас сразу посадили в автобус и в Джанкой отправили. Ищите там дома. И вот мы в Джанкое нашли дом. Не Джанкой, а Азовская. Это Джанкойский район. Ну, целый месяц, я когда заканчивала школу, это, получается, 9 класс, на меня приходили посмотреть, как на какое-то чудо некое. Крымская татарка в классе. Я месяц просидела на задней парте одна. Со мной никто не общался. Ну, тяжеловато было. Закончила 10 класс, и стал вопрос, куда я буду поступать. Когда мама принесла мне газету, и там было маленькое такое объявление. Объявляется набор в училище культуры по направлению актер драмы для... Это целевой набор был. Для крымско-татарского театра. У меня больше не было других, и даже эти, что я буду туда поступать. Монолог у меня был. Ксана из Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканки». Самое интересное, развернулась к зеркалу, спиной к комиссии, и весь монолог в зеркало, сама на себя глядя, я читаю монолог, комиссия вся ухахатывается, потому что я спиной к ним. Прочитала, разворачиваюсь, все, прочитала. Они говорят, ну, спасибо. Я выхожу оттуда, я начинаю плакать. Я говорю, все, я провалила, я не поступила. Они не посмотрели, как я танцую. И вспоминаю маме, говорю, я же еще и не спела. И когда я увидела себя в списках, плакала. Поступила. И опять-таки это потому, что мама верила. Fransızca. Fransızca bana bir şey bakayım. Это боли. Beğenmem ben o sizin Fransızca. Eysi oyun обрен. Самый первый спектакль «Арзахас». Мы проколесили весь Крым тогда, я помню, с этим спектаклем. Да, я помню, тоже едем. Такие все воодушевленные после спектакля. Вот все с цветами, никого не было без цветов. Все с цветами, все поют, весь автобус, и актеры, и мы молодые студенты. Дитанова Айша Апте и Ибрагимова Мирем Апте. Это они для нас эталоном были. Они нас всему обучали. Балетмейстер Эмзе Бакал, но еще Аким Ага, Алара Микарисен, они уже сейчас их никого нет. Мы вот с этой плеядой мы успели поработать. В 92-м нас приняли на работу, и в 95-м я вышла замуж. Да. И вот в браке у меня 2 детей. Мы пришли в театр со спектаклем Мустай Карима «В ночь лунного затмения». Это вообще шикарная пьеса, шикарный спектакль, я считаю. У меня там была роль Шафак, невестки. Это знаковая тоже была пьеса для нас. Много спектаклей. Если перечислять, ну, я не знаю, там, ну, больше 30 там точно. Был спектакль «Лавина», ставил Умаров Валихан, узбекский режиссер, Туджена Тюджер Огла. У меня там был образ бабушки. Очень сложная такая была роль, тяжелая. Она прожила очень такую сложную жизнь, и она такая жесткая женщина. Это вообще как бы не в моем образе. Мне надо было за часа 2-3 прийти, перечитать, уйти там в свои какие-то мысли, чтобы вот именно этот образ прожить и вжиться в этот образ.
сериал «Шаматала Хоранта» на роль жены. Как бы главный герой уже есть муж, а жены нет. Вот так это случился мой первый сериал. Это как вторая семья. Қызым, қайнанаңа ойлы сөз қайтармаға не әдет? Ескі Мысырда ұнға білесің ме насыл бақайдылар? Ана, білмейм. Сіздің яшылығыңызны қайдан білейм? Не? Мне позвонил Эдем Асанов. И мне говорит: Гульнара Ханум, у нас тут проект запускается, и я бы очень хотел поработать с вами. Мне говорит: надо будет Сабрие Реджепову. И у меня аж дух перехватило. Не говоря ни слова, мне понравилось. Мне настолько... Вот прочувствовать вот это все, вот эта вся атмосфера. Там есть момент в Сабрие Реджеповой, который мне очень запомнился. Там, где она перед выходом на сцену. Маленький совсем кусочек, где она готовится, заканчивает макияж, одевает сережки. И вот она говорит, что это же последний мой выход. Я должна достойно выйти. И у меня нет ни слова там. Настолько вот оно меня прям пробивало, вот этот момент. Но внутри я это все просто пережила. Внутри великая была женщина. И мне вот посчастливилось попробовать передать этот образ. Опыт был, это короткометражный, документальный, по-моему, фильм «То я, дед Лера». Вот там меня тоже пригласили сыграть роль свахи, небольшой кусочек. Ой, как я люблю этот кусочек. Когда я говорю о том, что ой, сколько тут невеста вот с самого детства готовит эти все джейзлеры, она там вышивала, вот все с детства готовила. Тут же я там кельчинес, оторнес, баханес, маленький кусочек, а я там разошлась, конечно. Ну, люблю свою работу. Келiniz, bakınız mana bu gelinimizin cihazıdır. Zeynep onu 9 yaşından hazırlap geldi. Bu vakit içinde o 200 evciyarnin maraman ağışladı. Предназначение мое. Насколько у меня хорошо это получается или не получается, я не знаю. Но когда я выхожу на сцену, это мое. Я живу этим. Люблю это. Наверное, как говорят, дарить тепло и получать отдачу. Если бы это настолько не было для меня жизнью, наверное, что-то где-то поменяло бы. Но это жизнь. Я делаю что-то очень важное, и я вношу свой вклад. И я вот тот самый вот этот кирпичик, песчинка, которая поднимает нашу культуру на ступеньку выше. Я участвую в этом.